все, что было сказано, все, что касалось того, что многие люди говорили, что нету возможности или что делается недостаточно. В данном интервью сегодня было все сказано четко, лаконично, ясно, без всякой фальши. Поэтому можно узнать немного про Аух. Он был в составе Чечни, Шевзухова. Он в составе Чечни не был. Он был в составе Терской области. Но исторически он был всегда со своим народом. В 1921 году его присоединили к Дагестану. Кажется, в этом году как раз было столетие. Вот. Как таковой в то время границы распределяла царская Россия, поскольку она была справедливо или нет, это уже второстепенный вопрос, конечно же. Они делили так, как хотели. Это раз, и более лояльным, конечно, доставались территории более непокорных. До 1944 года этот район назывался Ауховским. Селения были даны именно теми чеченцами, ауховцами, которые там проживали. Вот, после депортации район был упразднен, и по возвращению с депортации не восстановлен. И по сегодняшний день его переименовали. Он называется Наволакский район. Многие селения, само собой, дома, участки, ничего не вернулось. Поэтому это боль. Почти что 2600 домов коренных жителей этих земель, которые проживали на этих землях, как минимум от 500 до 1000 лет, как бы даже не принижали, даже если и говорят, хотят, конечно, до 18-17 века, но в любом случае вот этот несправедливый кусочек был такой. Башлам, очень сильная речь была. Да, кстати, сегодня многие спартанец, хорошо, что ты напомнил об этом. Мне очень сильно понравилось то, что сегодня задавали вопросы, и некоторые норнийцы пытались сказать, что в Чечне день траура не отмечается. Это, конечно же, чушь. Сегодня еще раз в историческом аспекте выступил, и траурное мероприятие было в Грозном, на котором выступил Даудов. Выступил, как всегда, коротко, лаконично, четко, не зачитывая с бумажки. Перемены происходят, и происходят они в лучшую сторону. Кто бы ни пытался, кто бы как бы не хотел сказать что-то, но траурные мероприятия прошли и в Чечне, и в Аухе прошли. И как утверждают либеральные СМИ, они обычно начинали искажать реальность нашей республики, но даже они сегодня попытались сказать, что якобы уже тенденция в Чеченской республике по траурным мероприятиям меняется. А что касается выступления Даудова, я думал, ни для кого не секрет. Все последние встречи по спорным территориям, по некоторым встречам с тухумами чеченскими, он проводит без всяких бумажек. Я не пресс-секретарь его, меня не было нигде из них, вы сами видите. Я вижу этот точно так же через Инстаграм и думаю, что
как говорится, все меняется, и все меняется в лучшую сторону. Нам пора бы уже открыть глаза, нам пора бы уже понять и доверять всяким слухам, сказкам нарнийцев, которые пытаются оклеветать или что-либо разделить власть и народ, что они тщетны, и что в данной ситуации люди уже работают, реально работают во благо своего народа, своей истории, своей родины. Поэтому, конечно же, сегодня днем, когда я выходил в эфир, мне начали спрашивать, якобы не проводится в Чечне, не провели, в Чечне не сделали, в Чечне провели мероприятия, и не стоит нагнетать и рассказывать сказки. Точно так же сегодня очень сильно распространяются ролики, где избивают в Ярославской области заключенного, как будто бы это произошло сегодня или вчера, недавно. Хочу, чтобы вы понимали, официальные новости, это было в 2016-2017 году. Этих сотрудников УФСИНа дали им сроки от 2 до 5 или до 4 лет, поэтому прошу не раскидывать вот эти фейковые истории для того, чтобы взбудоражить народ. Аллаху алям, конечно, но это нужно к таким вещам относиться с проверкой. Башла, может, он учит ночью, что ему говорить и днем. Я не думаю, во-первых, с учетом того, что я уверен, что Даудов много читает, особенно поскольку он ответственный по пограничным районам, он много читает и просматривает исторические материалы, работает над историей. То есть я уверен, что он в свободное время ознакомливается с документами. Всегда свободного времени фактически у него не бывает. На каких-то развлекательных мероприятиях его фактически никогда и не видно. Значит, человек работает над собой, и думаю, что, как и должно быть, начитанный, грамотный руководитель, тем более законодательного, одного из самых высших органов в нашем регионе, законодательного органа. Я думаю, он подготавливается, но ночью читает, днем выступает. Я думаю, это как-то не так, неправильно. Несправедливо будет, если мы будем говорить так. Человек в свободное время читает, если у него есть время, подготавливается. Я уверен, что все документы, все, что ему нужно, он всегда берет. И даже когда приезжали нарнийцы с фейками, картами, ему вот так раскусил, показал недостоверность информации. Это лишний раз показывает, что все-таки у нашей властной структуры есть люди, которые не дают задания подчиненным, а сами полностью, как трудоголики, 24 часа готовят, читают, проверяют, перепроверяют. И один из них, мне всякого сомнения, является Даудов. У Чечни раны были слишком свежи, поэтому делали только сага, нам ничего не нужно было. Согласен, слава единицы. Мы должны понимать некоторые моменты, которые пытаются многие навязать. Мы делаем все, чтобы больше никогда, и наши власти, чтобы больше никогда не было ни войн, чтобы наша республика цвела, восстанавливалась, и не нужно спешить с выводами, высказываниями. Как говорится, не сразу Москва строилась, нужно быть умнее, нужно быть хитрее, нужно делать все ради того, чтобы наша республика была самой лучшей, самой красивой. И если вы думаете, что сразу все это возможно, Щечехайна, памятник Хидек, посвященный депортации, Хидек мероприятий, да, не слушал решен. Спешить не надо бежать впереди паровоза. Вы должны помнить, какая была паника по поводу памятника, который восстановили, сожженного селения, юртермя чусая.
панику подняли, почему вот этим женщинам. Но несмотря на это, наши власти отстояли этот день, построили памятник и все, отдали честь всем погибшим в те несправедливые годы. Цундер всех дал мегадац. Ассаламу алейкум. Я знаю, как заманить зайцев. Так, зайцы неинтересны. Действительно, тигр, у него голова конкретно варит. С такой подход. Ну, я об этом и говорю. Молодой, начитанный. Благо, никто теперь не будет, спартанец, говорить от себятину. И это самое важное. Нельзя сказать, что неграмотные там, и так далее. Там. Хотя все-таки нарнийцы пытаются, в лицо не скажут, за спиной говорят, вырезки делают. И вот где-то что-то он сказал, там, ну, но стоит отдать должное, если человек подготовленный уже по мониторингу, по границам, по истории, это уже говорит о многом. Прогресс в лучшую сторону, и это очень хорошо. Времена, когда люди воевали или стреляли, или как-то вот отличались, они уходят уже на второй этап, начали уже, как говорится, переходит все в русло нормального человеческого отношения, время образования, время ручкой, бумагой, знаниями поднимать нашу республику. Хочу был, что за флаг ты вчера имел в виду? Ваха 1982. Хукочобол, что за флаг ты вчера имел в виду? Я вообще такое говорил хоть раз. Я зачитываю ваши вопросы. Я не знаю, кто ты, Ваха. Если ты сейчас зашел провоцировать, я 5 секунд тебя с эфира просто-напросто выкину. Здесь исторический паблик. Паблик. Ты, наверное, ошибся каналом. Зайди к каким-нибудь парикмахерам, там будут про чёш говорить. Здесь история, здесь этнография, география. Поэтому... Согласен. Ну, я же говорю, спартанец, всему свое время. Даже многие вещи, которые в то время мы только думали, мечтали, сегодня уже становятся реалью и во благо своего народа. Но сихдала чодик дать. Вайкоман сразу шадик хархарди был чакдахла поедбать. Надо все понимать, что делается, все в рамках закона, поэтапно. Больше того, я с уверенностью могу сказать, что переименование многих сел, районов, это также его инициатива. Он обратился в Москве, если я не ошибаюсь, по информации, которая у меня есть, обратился и начали переименовывать эти названия какие-то там советские, убрав, возвращаются родные чеченские имена. Алейкум салам рахматуллахи ва баракату. Возвращаются имена. Я надеюсь, иншаллах, эта тенденция будет продолжаться. Все тюркские названия, не наши названия, будут заменены и останутся только чисто ногчи названия наших сел, районов. Это тоже благодаря работе, усердной работе законодательного органа, и об этом тоже нужно понимать. И если мы меняем потихонечку, сразу шадик хульшмадаци, чтобы вот эти разные нордийцы потом не говорили, это название мы дали, то название мы дали, и так далее, и тому подобное. Благо, сегодня путаницы тоже больше не будет. У нас появился уже свой район, Серноводский район. Никто уже под этим потихонечку одинаковым названием ничего не сделает. Соседи бесит, что они учились, когда мы воевали, а Даудов их обогнал и оставил позади. Да, абсолютно согласен, Слава. Я не провоцирую тебя. Тебе, кто вчера вопросы зачитали, как ты думаешь, кто Кочо Болбайрах будет? Ты сказал, что может
будет. Вот и вопрос, что за флаг вы имели в виду. Еще раз я тебе говорю, сюда заходят провокаторы, сюда заходят разные люди, специально провоцируют меня. И я это пропустил мимо ушей. Может, я зачитал, но если, как ты говоришь, я ответил, я на этому не дал никакого внимания. Какой вопрос был, я так и этот вопрос проигнорировал. Я не знаю, что мне дела нету. В смысле, а что сделал Давудов? Ассаламу алейкум. Как ты, брат? Ва алейкум салам рахматуллахи баракату. Капитан Арктика, эфире Ахват, походу. Не знаю. Ассаламу алейкум, Серга. Ялху алейф, ва алейкум, бюстик, хрил дал юзил. Вот так вот и живем, как говорится. Задают провокационные вопросы, задают разные ненужные вопросы, а потом начинают. Что да как. Салам маршал, Лёвик Башлам Делер, салам маршал Хил. Салам алейкум. Все понял. Башлам. Почему в Грозном сегодня отдают дань памяти? Перевозчик. Я буквально 10-20 минут объяснял. Еще раз, сегодня проведены траурные мероприятия в Чеченской Республике. Я ответил на твой вопрос. В директ отвечаю. Если я знаю, ты немножко опоздал. Было праздничное мероприятие, траурное мероприятие, посвященное этому. Ва алейкум салам. Не видел то. Ну, ты не видел, но есть уже. Перевозчик. Вот тебе говорят, посмотри на странице Дауда, увидишь. Ты не был там. Нет, я не был нигде, к сожалению, сегодня. Небольшое ЧП было в моей жизни, так сказать. Но не посчастливилось мне доехать до туда сегодня. Но в будущем году, надеюсь, будет возможность. Поедем. Дочь Мариарти ДРС Хэл за добрые слова. Худ мид мишт фишт дудеш душ. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Да, немножко на машине, которой я ехал сегодня, было ЧП, небольшая авария, из-за этого не смог доехать. Но все нормально, живы, здоровы, то хорошо. Ответь им, что чеченцы не успевают, как соседи, трауры отмечать, потому что мы имеем новые жертвы каждый раз. Ну, это понятное дело, Слава. Я думаю, это как бы повторять не стоит, это нормальные, не глупые люди поймут. Алейкум салам. Давайте тогда поможем. Эзербаля холила ошан. ДРС хил выжри. Беслан ДРС хил. Да, хольшум даризам, ундацаризам. Все понемногу. Могш мяш дуевой акидадег. Пока есть возможность, мы будем делать все для этого. Хагал, щи, кучуах, отстрелы, ездегер. Пагал в такую погоду. Башлам, я перешла за Амину, ее нет в эфире, значит ЧП какой-то.
Борс, сегодня не получилось у меня доехать до Уха, к сожалению. Башлам, наверное, так, как я хотел туда попасть, никто не хотел, но ДРСХЛ уже. ДРСХЛ. Сегодня, несмотря на много собрался, да, я видел, сегодня в Ухе было много ребят, много людей. Аллах дал сейду алцер масайра, да, духлах больше. Башлам, это что за карта была, где здесь Кавказ, Земля, Чечня? Это фейковская карта, которую мне прислали, сказали, правда ли это. То есть норнийцы подделывают карты, якобы показать, что это сделали чеченцы, что там чуть ли весь Кавказ и даже Закавказье принадлежало чеченцам, дискредитируют нас. Специально, что не было ни Грузии, ни адыгов, никого, только Чечня была бы. Специально вот эти вещи делаются, провокации. Не поддавайтесь провокациям, не верьте, это карта фейковая. Ни в 18, ни в 19 веке такой карты не было. И это люди сделали специально, ни больше, ни меньше. Так что чужды ДРСХЛ. Очень порадовало то единение, которое было в Аухе. Абсолютно согласен. Как всегда, в Аухе очень много ребят, блогеров, наших блогеров, исторических блогеров. Почти все поехали в Аух. И это было очень радостно. И приняли их хорошо, и все было великолепно. Погода была такая же, наверное, как и... Ассалам алейкум. Почему не весь мир сделали Чечню? Я недоволен. Капитан Арктик, не знаю. Не знаю. То есть они хотят поморить нас со всеми. Конечно, Макар. Это фитна. Это фитна. Специально дискредитация наших историков, нашего правительства. Якобы это наши амбиции, что мы претендуем на все это. Вот для чего это все делалось. Мы прекрасно знаем свою историческую родину, мы знаем, каковы были территории. Но надо дискредитировать, понимаете? Чтобы все ополчились против нас, чтобы вся грязь лилась на наш народ. У кого-то черное уже сердце от этой гнили, от этого порожняка, они уже не знают, что можно сделать против нашего народа. И распространяют вот такую вот фитну. Дабы, чтобы все соседи ополчились. Но очень много, очень, я даже не смог все ссылки от братьев, адыгов, черкесов, кабардинцев, всех не перечислишь, даже закинуть. Очень много было соболезнований, поддержки по трагедии, депортации нашего народа. Это было просто-напросто очень даже... солидарность показали, очень сильно показали свою солидарность многие народы по отношению к нам. И балкарцы, и карачаевцы даже тоже были солидарны. И это было великолепно, конечно же. Астан дегде, шусемира дегде, ирбуасхыз, берлер, там, лер, погол, маяк. Они сами захлебнутся своей гнилью, хотя уже захлебнулись. Да, Макар, я согласен с тобой. Согласен с тобой. Абсолютно. Поэтому... Башлам, все говорю, в книжном магазине не нашел. Они дали номер. У него было только один том. Еще есть идеи, где искать. Ну, даже не знаю, Ваша. Надо Амазоне забить где-то, и где есть книги.
Надо искать, ваша. Их очень трудно найти, честно сказать. Если бы было бы легко, то, может быть, этого всего бы не было. Так, в доступе очень много этих книг. Башлан, представь, нас сейчас взять, отвезти степи Казахстана и выселить. Я не хочу даже представлять этого уже. Да, Фридом, там 3 тома или 4 тома. Буарс говорят, что да. Документального подтверждения у меня нету, но говорят, что да. Поэтому... Да, конечно, в коротких футболках, зауженных джинсах точно бы не выжили. Так, сейчас поступил донат. Макар, открываю ящик Пандора, донатим. Алла, вот такой донат прислал Макар. Макар, да, саю. Вот Турпалхой, как раз таки первый донат вот сейчас поступил от нашего брата Макара. Вот я сообщение его прочитал. Да, саю, Макар, Булдис нагадал. Беркет, дойл. Если они своих русских не жалели, будут ли чеченцы... Да, тут не стоит забывать, тут речь не идет только о нашем народе, вежри. Это не единичный случай с нашей области, калмыков, карачаевцев, черкесов. Черкесов раньше, балкарцев, карачаевцев, калмыков, крымских татар, другие национальности тоже депортировали. И без них, конечно же, депортировали очень много и своих русских, поэтому как-то так. О приятном. Приятном, Алиев, Ош и Алхо. Только хороший снег, мороз. Вот это приятное. Так, задонатил брат Айса. Айса задонатил. Айса дал савел, а донат дал духуахуэл. Так что в копильнике 2 доната сегодня. Как раз Алиев попросил приятное. Приятное это как раз таки, что задонатили. Это тоже приятно, это необходимо для нашей работы. Маша Аллах, алейкум салам. А сколько с 58 статьи посадить? Очень много, конечно же, вне всякого сомнения. Алейкум салам, Ассаламу алейкум, Эзербаля Хуалев, ЧП Хилаборхун, Раб 26, Дейрез Хилоша. Ну ничего, да, нет худа без добра, понемножку.
И я, по крайней мере, не на плохое дело шел и ехал, но не получилось. Конечно, было бы хорошо, если бы доехал, но работать будем, не останавливаться. Да, Аллаха, аух, панкейси, ой, нохчик, дутига аштег, ой, тейр бала, ой, бала цапбу. Дал дек албой, ой, маха арбахша, амин, дал азут кобалдуэл, амин. Дал гештуэл, амин. 25 тысяч польских солдат расстреляли под Смоленском. Да, есть такое дело. Вообще история, конечно, да, ты оберкти, это, конечно, очень проблемно. Историю изучать и жертвы. Снова и снова говорить только о жертвах, это тоже неправильно. Люди с разной психикой. Поэтому мы должны стремиться к лучшему. Мы изучаем историю не для того, чтобы, вы поймите, провоцировать людей, поднимать их на бунт. Нет. Мы историю изучаем, чтобы этого больше никогда не допустить. Не допустить. Это самая главная цель нашего народа. Единство ногчи народа. Чтобы наша Родина цвела. Деша, Даха, Деба. Вот 3 правила. Вот. В ближайшие 10-20 лет нам нужно хотя бы еще 1,5 миллиона нашего населения поднять. Вот что самое главное. Башлам. Знаешь, сегодня погода, как, например, потомки, это было как холодно в то время. Да, я об этом говорил в своем дневном эфире. Башлам, какие сроки поставлены на восстановление? Аух, честно сказать, сроки пока конкретно неизвестно. Надеемся, что при Меликове изменится ситуация. Ва алейкум ассалам. Башлам, ты во всем прав. Баркал. Нам нужно мышление уже менять. Вы знаете, многие политики, особенно и федерального центра, играют вот этими, как говорится, манипулируют и играют вот этими историческими событиями, чтобы взбудоражить народ, чтобы его толкнуть на очередное кровавое месиво. Нохчи хайк алдошхал без, ой, айгдайца дезвой. Поэтому я вам говорю, хуняда, ау, хаяк, ногчи шо хато из мадейцы хумшба, шо айгвашду, шо провоцировать те, что специально лилвашум, что ма айгдайт, ма бахкай чейн байла мабия, ногчи олман байла мабия, уэй аудал думяч бушуниш, уэй хайк алдошхал диез. Вот об этом нужно знать, самое главное. Если мы этого не понимаем, каждый раз будет приходить какой-нибудь Чингачгук и провоцировать нас на какие-то восстания, опять же, какие-то будет проливаться кровь. Не чужая будет кровь проливаться, не у него на родине будет литься кровь, а кровь будет литься у нас. И воевать будем опять же мы, а не они. Они убегут, сядут у себя, будут зарабатывать, говорить, какие плохие чеченцы, какие неблагодарные чеченцы. А вот они вот такие, вот они все националисты, все они плохие. Вот что они подразумевают под этим. Нельзя этого допускать. Нужно, весь мир идет вперед. Нужно не забывать прошлое, идти к счастливому будущему. Вот это самое главное. Поэтому нужно к этому стремиться. Если вы собираетесь жить прошлым, мы всю жизнь будем только воевать и уничтожать свой народ. Наши дети не будут расти. У нас опять же будет много женщин, мало мужчин. Потом этих женщин нужно куда-то выдавать замуж. И этот процесс глобализации, он далеко не в лучшую сторону для нашего народа и вообще для кого-либо идет. Будьте умнее. Будьте намного умнее, вежри. У нас есть опыт 2 войн. Понимаете, Башлам, правда, что закистинцев вступили с грузины, и поэтому их не выслали? Правда. Расул Магомаев, да, они сказали, что это коренные жители Грузии, и чтобы их там не всех, но часть, конечно, какую-то часть из них тоже депортировали, но не всех. Заступились грузины, и это правда. Ну, как грузины, конкретно определенные люди, наверное, заступились, не все, но их не депортировали всех. Частично депортировали, не всех. Поэтому
Вот такая ситуация. Да, конечно, были те, которые депортированы вместе с чеченцами, которые писали писульки и говорили, что они не чеченцы, что они дагестанцы, и по ошибке их депортировали 17 семей. Вот такие письма, документы, они опубликовываются, они всем известны уже. В прошлом году их я даже публиковал. То есть люди, которые проживают у нас на родине, описывали детально, как они ненавидят чеченцев, как они с самого детства с ними дрались, но так получилось, что они жили среди чеченцев и по ошибке их депортировали. Они благодарны советской власти и просят вернуть их. Такие люди тоже были. Не стоит исключать этого и не надо этого, как говорится, скрывать. Были такие люди. Вот поэтому... Чужды. Ну, я слышал, я не верю в это. Если бы хотели бы, утопили бы. Тот момент, когда грузинам надо сказать спасибо. Да, Ялхо, в данной ситуации, да. В данной ситуации, конечно, вне всякого сомнения. Поэтому надо знать историю. Надо знать те, кто на самом деле есть... Башлам, твое мнение, как думаешь, в 94-м тоже нас хотели выселить? Я, честно сказать, я думаю, что нет. В 94-м не хотели. Я думаю, что 91-я чеченская война была задумана олигархами, воротилами, которые хотели просто разворовать то, что есть. Это часть людей хотели разворовать то, что есть, осталось от Советского Союза. Вторая часть – это горе военачальники, которые, не зная, какие войны и насколько серьезный противник, объявили, что возьмут за 2 часа и начали войну против собственного народа. Поэтому ряд, конечно, разных можно перечислить причин, у каждого свое. Они причисляют к нам то, что здесь якобы авиза было, то, что сепаратизм. Нет. Алкаш Ельцин всем давал эту свободу. Про Первую Чеченскую войну, я считаю, это что самая несправедливая война по отношению к нашему народу. Многие достойные генералы российской, советской армии сказали, что они не будут воевать против собственного народа, что не будут получать награды, и это факт. Но горе военные, которые хотели резко подняться на этом, говорили всякую чушь и заварили вот эту войну, которая продлилась очень долго. И не 2 часами, а 20 годами все это закончилось. Таких ошибок допускать нельзя. Нужно знать хорошо свою историю. Не липовую историю, не историю, которую пишут для того, чтобы польстить власти, а реальность, какова она была. Были вот такие моменты, нужно указывать, что вот такая была война, что Кавказская, это, все нужно было учитывать. Обвинять целый народ, депортировать из-за того, что там какие-то 300 человек бегают по горам, это несправедливое решение. Однако во время военного времени так называемый горе-стратег решил так. И для нас это закончилось очень плачевно. Я думаю, и для других тоже возможно. Я вот только по нашим сужу. Вот. Ну, не стоит забывать, что до 40 миллионов русского народа точно так же в ГУЛАГах и лагерях погибло. Раскулачивание, это был просто-напросто страшные смерти были. Это не только нас касается. Поэтому... Тигр Львович, ну знаешь, я думаю, что эти бумаги такие же, как сегодня я вам опубликовал карту, подставные. Может быть, я не знаю, я не был с ним, я не видел этих документов. Если они были, должны были остаться хоть какие-то документы. Выслать нас опять такой директивы. Да и зачем в советское время уже не было Советского Союза? Куда высылать? Казахстан отделился, Грузия отделилась. Ну сам подумай логически. Места, куда могли бы выслать холодные, там, непригодные для жизни. Какие места? Куда отправлять? Сибирь? Нет. В Сибири вся промышленность, давно Сталин перевел ее во время войны. Там вся промышленность туда перекидывать невыгодно.
Прибалтика отсоединилась, Грузия отсоединилась, Армения отсоединилась, Азербайджан отсоединился, Казахстан, Киргизия отсоединилась, Белоруссия отсоединилась. Куда? Куда депортировать? Некуда просто нам. Я не знаю, Ваша Тигрович, знаете, новейшую историю я как-то обхожу стороной, поскольку очень много непонятных вопросов в данных историческом процессе, и вопросы, которые еще, может быть, мы сейчас не все знаем, со временем все будет уже известно. Может быть, Тигрович, я не могу сказать этого точно. Он цаха бахас, так что... Так, ладно, дальше. Продолжим дальше. Самое главное не поддаваться на провокации. Самое важное это. Об этом нужно знать, это нужно понимать. Говорить догадки себе дорого в это время. Если не знаешь точно, если нету документов, если нету фактов, мой язык, мой враг в наше время. Шашлар дие, шейца бешлар бие, цаюш толмуш мадейц. Сюеге мадейцет, и аша мадейц. Лардал дие, сонахчи қам халак дайт лукшват, сонахчи қам лардал лукшу. Митчина была, Европе была, Казахстане была, митчина была. Надо быть умнее в этом вопросе. Вот. Походу у кого-то параллельно еще идет эфир, наверное. Валейкум салам. Надо понимать, Вежей, сегодня такое время, на видео фиксируется все. Аж да элдл дуашдуй, дешен дахил диезвуй. Если есть документ, если есть, это обсуждать можно. Да, Фридом. Ну, там хороший набор информации, исторических очерков. Фридом Джо. Я не думаю, Тигр Львович, нет никаких доказательств по этому вопросу. Я, честно сказать, не сильно верю в это. Абсолютно верно. Учиться, развиваться, размножаться и жить. Нам бы 1000 инженеров, 1000 биологов, 1000 химиков, хороших, 100 хотя бы с мировым именем. Вот что нам необходимо для того, чтобы наша Родина развивалась. Вот это нам нужно. Хорошие 1000 медиков. Башлам, тахан зудиялич, хаздуй. Дела, Бадыгдыч, чуждый я бы не стал. Вот этот язык, Бек, он никогда не доводит до добра. Честно тебе скажу. Он не доводит до добра. Знаешь, пошла в Америке, убивали волков в одно время, а они, наоборот, больше размножались. Ваша
Я знаю другую ситуацию, это немножко иначе было. Чеченцам надо заниматься глобализацией во все стороны, расширять сферу влияния во всем направлении. Лучше этого ничего нет. Учиться бизнес, военной культуре и так далее. Абсолютно согласен с тобой, Макар. Нам нужно развитие. Башлан, для чего нам оставили столько оружия из всех республик советской власти? Ваша, но давай не будем, я не хочу об этом сейчас говорить, там, Airbus, Erebar. Оставим. Я думаю, сначала. 1000 профессоров и доцентов, и преподавателей, бугимен будет, если в случае у нас будет столько людей. Там нужны очень хорошие архитекторы, инженеры. Особенно я бы сделал ставку на инженеров. Это огромное значение имеют хорошие инженеры, биологи, химики, фармацевты, медики. Это жизненно необходимо для нас. Журналистов, экономистов, юристов у нас пруд-пруди. А вот именно те сферы, которые могли бы толкнуть вперед экономику нашей Родины, это перспектива, которую мы еще, к сожалению, не преодолели. Нам нужно лет 20 или 25, чтобы целую плеяду ученых. Сегодня страшная картина в области образования. На самом деле очень страшная картина. Молодых специалистов в образовании очень мало. Я имею в виду профессоров, академиков, академии наук и так далее. Учителя, какие-то педагоги, вполне возможно, молодые есть. Но вот хороших специалистов в академии наук молодых, у археологов молодых, архитекторов, инженеров молодых, вот их мало, очень мало. Это очень плохо для нашего народа. Алина, да, я заметил, многие чеченцы не знают русский язык. Алина, я знаю русский язык. И очень хорошо. Достаточно для себя. Если что-то хочешь спросить, можешь задать мне вопрос, я отвечу. Проблему с русским языком для нашего народа никогда не составляла. И те образованные люди говорят великолепно на чистейшем русском языке. Даже лучше, чем некоторые, даже сами русские. И говорят, и пишут. Благо Всевышний Аллах наделил именно наш народ этим даром. Даром, которым мы не пользуемся. У нас есть великолепные ребята, которые уехали за границу и говорят лучше и чище даже, чем сами немцы на одних из самых сложных диалектов немецкого языка. У нас есть великолепные специалисты, девочки, которые говорят на южнокорейском, на японском, китайском языке. У нас достаточно таких людей. Просто должно быть желание. Просто-напросто, к сожалению, сейчас образ образованного человека, прогрессивного человека, образованного человека, он не настолько сегодня нужен везде и не рекламируется. И поэтому я думаю, что проблема как раз-таки, когда брендом станут образованные люди, тогда ситуация изменится. А так, говорить может каждый, много говорить может, но от этого ничего не изменится. Русский язык, он не хуже и не лучше других. Поэтому говорить на русском языке проблем как таковой для чеченского языка, для чеченского народа вообще не проблема. Поэтому я не хочу кого-то обидеть, просто я сталкивался. Ничего такого нету. Я сталкивался с многими другими национальностями, которые даже так не умеют говорить на русском языке. Снова же, как любит говорить моя мать, когда я ее поправляю некоторые слова, она говорит: «Сонохчию, согаскияц». У меня 50% скидка. Вот подумайте над этими словами. Чеченцы могут излагать свои мысли с ошибками, но суть они понимают и говорить могут.
А для подрастающего поколения, ну, великолепно чистый английский знает, арабский знает, а русский тому вообще проще простого изучать. Я не думаю, что это проблема. Проблема как раз-таки в образовании и в кадрах, нужных кадрах, которых нам не хватает так сильно. Поэтому я считаю, что это необходимо. Мы, к сожалению, я бы сделал бы, наверное, целый ряд прямых эфиров, посвященных образованию. Но боюсь, что у меня многие подписчики на именно эту тематику не зайдут и говорить. Ну, мы раз начали поднимали вопрос о мировой литературе и вообще литературе, обсуждали книги. Я видел отношение людей. К сожалению, сегодня фрики побеждают. Любой фрик набирает сотни, тысячи лайков, тысячи комментариев. И если ты закидываешь этого фрика, то в топы выходят их ролики. А фрики это люди, которые, ну, то ли женоподобные, то ли какие-то не такие. Ну, ненормальные они люди. Просто сферу своего или скудоумия, или, может быть, сферу того, что они хотят быть настолько известными, они используют вот эти вещи. Поэтому нужно понимать эти вещи. Ну, по сути своей, многие, ну, смотрите, Абдулатипов фактически, сколько лет он живет, Абдулатипов говорит на ломаном русском языке. Шеварнадзе говорил на ломаном русском языке. Я бы не сказал, что Пашинян тоже говорит на великолепном русском. Даже Казахстан и Назарбаев тоже не сказал бы, что он говорит, но сразу заметен акцент, и это не показатель, конечно же. Да, это лишний раз показывает, что человек может владеть, что он полиглот, что он знает разные языки, но не более. Есть люди, которые знают и 10, и 20 языков, но они еле-еле зарабатывают себе на хлеб. Башлам, ты не считаешь, From Джахар, Ваша, провоцирует тебя, что хмет кшбон, Дин Каман Бах Юш Дачунвай. Башлам, ты считаешь, что в первую очередь мы должны знать говорить на нашем языке, не на мот, а остальное потом. Я на 1,001% считаю, что в первую очередь нужно знать лучше всего свой родной язык. Нужно знать свой родной язык. Потом уже изучать остальные. Потом нужно изучать остальные. Не поддавайтесь на провокации, не ведитесь на самые разговоры. Если человек задал вопрос, не перекидывайте на целую нацию. Хитрый шаш хайк алдош бумя, что специально провоцирует. Дяши им шлила, что кумшушун хачайлаш. Цунде радж аля, шаш хайк ле дуй хайти. Коман цабо, шишто стагига. Он хоштек тон дистел аля, ишт алдис, ушт коман бяхча. Яш коман дуал бу хош ду вожду аля питан хоси. Шейна вейна масан балхуцуно. В 97-м мы переходили на свой язык, у меня диплом был на родном языке. Ну, переход на родной язык, ну, смотрите, казахский, в Казахстане тоже, в принципе, одно время был русский язык и казахский язык. Сейчас, я думаю, года 2 уже или 3, если не больше, они перешли полностью на латиницу. Да, были высказывания о том, что недовольны. Армения перешла на английский язык, Грузия перешла на английский язык, Казахстан перешел на английский язык. Это государства, республики СНГ, стран СНГ, которые перешли. Прибалтика перешла на английский язык. Переходят, потому что международные языки, они вот настолько. Турция даже вот турецкий и английский. Они сейчас, конечно, из-за того, что у них экономический потенциал с Россией, взаимодействие намного хорошее, начали учить русский язык тоже. Кому где как выгодно. Поэтому нужно понимать, и здесь какой язык востребован, тот и будет изучать.
Как раз таки, когда мы говорили, что в Кавказской войне, вот именно во времена Кавказской войны использовался тюркский язык, и что ногчи его активно использовали, не потому, что они тюрки, кумыки, а потому, что это был международным языком, из-за этого его изучали. Это было выгодно. Сегодня тюркский язык невыгодно учить, он никому и не нужен, он не международный язык. Был английский. Даже английский сейчас сегодня считается, что его потихонечку заменяют. И языком будущего считается, что языком будущего будет китайский язык. И многие переходят уже на китайский язык, изучение китайского языка. Поэтому кому как нравится. Кому как нравится. А так, чтобы я сказал, обязательно нашим представителям нашего народа, которые проживают в Европе, дома всегда говорить со своими детьми на родном языке. А так пускай изучают языки. Это неплохо, это хорошо. Но родной язык должен быть всегда превалирующим, преобладающим. И если преобладающим будет родной язык, то этот человек не потеряет любовь к своей родине, к своей культуре. И будет знать, кто он есть. А если он будет изучать только языки, где они проживают, и оставит свой родной язык, из него получится очередной космополит, который говорит, а какая разница, где я живу? Я живу там, где я хочу. Это мне не нужна ни Чечня, мне без разницы. Там, где мне платят, там это как раз-таки разговоры тех самых космополитов, которые больше вредят своему народу, нежели чем помогает ему. Но вообще-то наше общество любит разговаривать на русском, но не на родном языке. И это очень обидно. Обидно в том, что мы свой язык теряем. Согласен, и вы должны понимать, для чего я использую. Я об этом сказал не потому, что я не знаю своего родного языка. Родной язык я знаю и неплохо знаю. Но, причем диалектами, любым диалектом. Единственное, я использую его, почему? Потому что все соседние регионы используют русский язык, чтобы остальные знали и понимали, что мы умеем говорить, что это рабочий язык, и поэтому нужно показать остальным, чтобы никто не говорил, что мы такие дремучие, и нас надо учить все время. Нахалда қылыштылам, шематта петан зулм қылғашла, шематта дейцер умадац, амма шеку яцут я, ой орги, ой мат бейц, ой даду үлдерш, мүжге белереш, қыбеш белереш, цан халха, ой шадек дейч, иметтікші, так цан хайт, ой қаман қайленш хайт үйеш халдац, ой мат, ой дин, ой қам, из войнигду, из Анна дадали еще ждать. А машеку я тут я, ой, раз қиш ан халга, қиш қамнаш халга, цаху мацоу что муатти тишят, ой, хайкли дуйгайти что. Ничего, я это так, своей аудитории. Да, с кому отбийцам, твой. Да, да. Ширвани очень хотел поговорить о Тушпе, якобы столице Урарту. Но о чем ты хочешь поговорить о нем, я так и не понял. Что это было главной столицей, градообразующим в государстве, Хурита-Урартском государстве.
Ну, во-первых, для того, чтобы говорить об столице Уральского государства, я должен обладать информацией, достаточно большой информацией. У меня этой информации нет. Я и так по частицам, понемногу нахожу это все и работаю над этим. Но это, к сожалению, не так просто. Не забывайте, что Урарту это не Аргун. Это другое государство, которое находится далеко от нас. Не позволяй ему эфир. Кому ему? Ассаламу алейкум, нохчишцам. И привет всем. Версия муат хаар доккум дац. Доккум ду нохчи муат цахаар. From Джох. Щеку яс. А элдоч дешмеште уэя адам белли кон. Аппадуй. Пошла, может, он поподробнее знает про ту столицу, название улиц, например. Не знаю. Запрос он мне не направлял. Вчера попросили, чтобы я его добавил. Он сказал, что в гостях. Поэтому... Сим-Сим считается, что она была столицей. Некоторые говорят Дзурзукети, некоторые Нахчимата, но очень мало известно о нем. Кроме как от этой столицы было взято и переименовано одно из селений Ауховского района. Находилась точная местность его, где находилась, надо еще узнать. Однако в Гудермесском и области Гудермесский, Курчелойский район находили трубы, то есть глиняные трубы, которые, как в Древней Римской империи, водопроводные трубы, найдены на глубине. Вот эту тему еще не сильно поднимали. Возможно, это коммуникация, оставшаяся от этого государства. Нужно над этим поработать. И я, честно сказать, очень мало информации, когда нету археологических каких-то раскопов. Информацию об Сим-Сире, в основном упоминания, очень много об этом и говорили мы с Хаджи Ахмедовичем Хизрием. Очень интересная тема, снова же надо доказывать, нужно искать, а без археологических данных это очень трудно. Исторические названия как таковое есть, но область его, где оно? Допустим, мы знаем, что столицей Алании был Магаз, и где он находился. И есть тому там, стоит покопаться, ты можешь найти. Да, глубоко, да, на глубине, и все же оно есть, и оно на территории Чечни, но недалеко от селения Алхан-Юрт. Нохчи Алан-Юрты, Гаска Алан-Юрты, ему Поэтому нужно понимать, что мы знаем, где есть Магаз, столица Алании, Аланского царства, но мы не знаем, где есть Симсир. Не путать с Сариром. Сарир это Аварская, город Аварский, а Сим-Сим или Симсир, Самсир это уже столица была нашего непосредственно. Разница между ними, я так понял, что Симсир был намного раньше, чем Сарир. Вот. Сим-Сим, я не знаю, как переводится сектор. Да, ну вот я как раз таки говорю, где-то приблизительно 13-14 века. Нет, Магаз же, нет, ты говоришь о современном городе Магаз, который построен, заложен в 2008 году. Это совсем другое. Это не древний Магаз. Маас, Манас, по-разному его называют. Он находится на территории Нохчичуя, и один из самых лучших археологов советского периода, еврейского происхождения, Виноградов, это много раз упоминает в своих работах. К сожалению, Абдурахманов преподавать историю я
в школе слишком маленькие зарплаты, в университете и в техникумах мне не дадут. На глубине, если я не ошибаюсь, где-то то ли 3, то ли 4 метров. Ва алейкум салам. Они не украли наш магаз, но у них идут вечные вот это перетягивание. А дело в том, что осетины взяли название и назвали свою республику РСО Алания. А вот раз эти назвали аланами себя, я так предполагаю, эти решили, поскольку они себя тоже считают аланами, ингуши взяли столицу, назвали Магасом. У нас они ничего не украли, и я думаю, они не признают, конечно, но Маас по разным данным находилась на территории. Некоторые говорили, что она находилась в горах, точнее Мелхист, и что там была столица. Но это можно опровергнуть очень легко. Дело в том, что Мелхист не такое большое место, а столица такого государства, как Аланского государства, я очень сильно сомневаюсь, что город был настолько маленьким. И да, говорится, что сжег его Тамерлан, уничтожил его Тамерлан, но не говорится, что сжег его Тамерлан или уничтожил в горах Чечни. А это прямо недалеко от притока реки Сунжи, и там огромная территория, где можно было построить, конечно же, и, возможно, существовала аланская столица. Да, и нет, но там уравнять не из-за этого разрешили. Дело в том, что, насколько я знаю, по разговору, по рассказам самого Аушева, изложения фактов Аушева, он указывает, что если они откажутся от претензий на какую-то часть пригородного района, только при этом, при условии этого Ельцин дал добро на построение нового города. Вроде бы он так говорил. Я могу как-то ошибаться, но вот как бы за счет этого они уравнили. А так, а может быть и не так. Я, честно сказать, я не помню, чтобы прямо, возможно, и были какие-то трения с осетинами, когда столицей республики Ингушетия назвали Магаз. Были или нет, я не помню, честно сказать. Я не вникал. До 2018 года об Ингушетии я вообще, кроме того, что они наши братский как бы народ, соседи, больше ничем никогда не интересовался. Ну, в 18-м уже, хочешь не хочешь, раз начали копошиться, узнал все, даже больше, чем нужно. Такова жизнь, может хорошо, может плохо. Аушев отказался от претензий к осетин американские на Владикавказ. Я не понял, что за американский Владикавказ. Больше никогда я не слышал. Ох, я. Да, реально, я никогда не слышал. Никогда реально не стыковался, ничего такого не было. Что есть, я говорю, как есть. Если бы было так, если бы знал, что они есть, но каких-то... Так, дальше смотрим. Эйлма Алмак нынешний, который после разгрома Тамерлана был отдан своим лояльным наместникам, аварцам, которые постепенно заселяли его своими аварцами. Именно на месте нынешнего Алмака и была столица. Не уверен в этом. Не уверен, к сожалению, брат. Я не скажу, что они были Тамерлану лояльными. Там, где я читал, Тамерлан просто-напросто прошел огнем и мечом, и многих просто забрал в рабство. Так описывается о том, что там лояльный кто-то был
Я не слышал. Может быть, у тебя какая-то другая версия есть. Аланы — это севера народа сейчас. Все знают себя аланами, все народы из Аланского царства, которые без боя покорились Тамерлан. Ну, Тамерлан уничтожил Аланское царство, покорились они или не покорились. Ва алейкум салам. Что тебе известно об ассасинах? Об ассасинах одно время интересовался. Это киллеры в Древней Персии, которые устраняли политических ненадежных конкурентов, политиков, которые мешали там то ли шахам, то ли кому они мешали. Они, ну, если сказать простыми словами, это были вот политические киллеры. Они убивали, уничтожали всех, кто был приказ уничтожить с выездами там. Это вот, если коротко. Но то, что о них описывается, что они были под воздействием опиума, что их там с детства там в дыму гашиша воспитывали, что они были настолько преданные шаху, что когда приехал один из английских представителей, я читал, и он сказал, насколько ему подчиняется или насколько сильна его армия, он встал у обрыва и приказал прыгать в обрыв. И, говорит, этот писатель или журналист английский, он стоял рядом с этим шахом, и они начали один за другой прыгать со скалы вниз, насмерть убиваться. И после второго или третьего он сказал, что все, хватит, я верю, и они перестали. То есть они беспрекословно выполняли приказы шаха, то есть это крайне радикально настроенные, так можно сказать, убийцы. Они уничтожали всех политических неугодных конкурентов, уничтожали там кого, если нужно, из соседних регионов, кто там как-то сопротивление оказывал. Ну, бизнесменов. Вот такая плеяда ассасинов. И это ли реально, это не выдумка. Ну, вопрос строительства пирамид в Древнем Египте, там люди делятся на несколько. Уфологи верят, что пирамиды были построены непосредственно инопланетными какими-то существами. А обычные историки, которые верят в теорию Дарвина, они считают, что способом рабов, смазывая бревна, на BBC есть целые серии про это, как они строили эти пирамиды. Поэтому тут ничего сложного в этом они показывают, все наглядно есть, я думаю, догадываюсь. Использовали рабский труд, вот и все. Благо, одним из самых древних цивилизаций являются и Древний Египет, и как раз таки те же самые Хуррито-Уральское государство. Я смотрел пару передач про хаттов. Вот именно это предки и близко родственные к адыгам, черкесам народы. Про это государство, как они строили. Но вы должны понимать, что те, которые найдены, и уральские города, эти городища в Армении, которые найдены, и хетские, они по себе, они очень сильно похожи. То есть эти отесанные, выточенные вот эти глыбы квадратные, в основе своей они немножко одинаковые. Это одинаковые, они единственное, уральские и хуритские башни, которые строились на отвесах скал, они очень сильно похожи на наши каменные башни, которые на территории Нохчичо есть. А вот хатты предки адыгов, черкесов, предки, как сказать правильно, не предки, а вот если я скажу сейчас предки, это будет тоже как бы, близкородственные, как и хуриты, урартийцы к нам. Вот такая вот ситуация. Даже там, представьте себе, где зародилась цивилизация, считается, соседями близкородственных к чеченцам, хурита, урарцам были хатты. Вот.
То есть и здесь мы соседи с адыгами, но с учетом адыгами, черкесами, имеется в виду кабардинцы, и там были то же самое. Вот такой вот парадокс. Кстати, как раз таки по этому вопросу меня и упрекали карачаевцы, или балкарцы они были, что типа вот вы пришлый народ, не автохтонный народ, а вот вы пришлые урартийцы, а вот адыги, они пришлые там тоже из Месопотамии, ну, шумерские земель. Башлам, хетты и кахети, это нет, это не одно и то же. Вообще. Конечно, соседи, 2 часа между нами. Ну, кому 2 часа, кто-то может и за час доехать. В Ошпе не проблема. Вот так и живем. Так и живем, викинги, конечно. Ну, это, конечно, чушь. Так. Четко подметил. Еще недавно была общая граница. Да, была. Было такое дело. Башлам, шахматы играешь? Играю. Играл. Сейчас давно не играл. Башлам, о войнах, они какие? В войнах нету такого народа, как в войнах. Да, это версия ИМР, это версия, которая до сих пор не дает покоя. Но я тут уже больше согласен с версией Хасана Бакаева, что оттуда вот сюда. Поэтому... Ширвани, ау. Эсаид Мухаммадович в войнах, Герген Ахина. Мачу Пикчу видел Башлам, который построили Инги? Видел Мачу Пикчу. Турпалхуай сегодня занимает активную позицию. ДРСХ. Это прикол такой. Так, Эльфию башню тоже поставил. Не знаю, кто там поставил. Кто-нибудь прислал. Да, 2 человека задонатили. 1 Макар и 1 Айса. 2 человека задонатили. Ай, сигарки пачкаться üç. Ай, hayati донат. Шиш пиваться üç. ИЛ. А есть связь между ингами и ингушами? Нет, не знаю. Я не интересуюсь ни южноамериканской историей, не интересуюсь историей ингушей, честно сказать. Замсак, Башлам, ты намеренно пропускаешь мой вопрос? Нет, я не видел твоего вопроса. Повтори его, я отвечу. Какие-то вопросы я не вижу просто-напросто. Прошу не обижаться. Мне это, конечно,
на это не обращать внимания. Так что так, так. Бургер и бутылку пива обошла. Бургер и бутылка пива сейчас дорогое довод. Телка, то какая телка? Если не била бы чеченцев, не била бы Ингушетии. Вообще, при чем тут Ингушетия, я не могу понять. Надо обязательно упоминать об этом. Вы можете без них или что-нибудь более нам полезное говорить и обсуждать. Любой хиумштейциш, а детиш Ингушетии, они живут своей жизнью, нам до них дела нету. Они, мы. Самурай, абсолютно согласен с тобой. Я, честно сказать, порой, да, я понимаю, может быть, это прикольно, говорить все время одно и то же, для меня как-то это... Damsak, mit čo tiež? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Мы должны отцаться моими. Башлам, дошел мой донат? Нет, дочи, не дошел. 2 доната, 1 Макар, 1 Айса. Больше никаких донатов не было. Башлам, слышал легенду о змею козлине головой? Да, слышал. С детства слышал, честно сказать. Ну, это, конечно. Ва алейкум салам. Ва алейкум ассалам. Так, что тут? Так. Башлам, где можно найти архив людей, которые были сосланы в Казахстан? О, мистер 1920. Это через МВД вроде бы оно есть там. Басхан. Эй, бях мобил хайн. Не понял, конечно. Ширвани, что ты там говоришь? Замсак, ты кроме как многоточия ничего не прислал. Что за вопрос у тебя был?
Федет Кучуош, Поляриского дед. А Ширвани донатил сегодня? Нет, не донатил, дочи. Я же сказал, 2 человека, все, больше никто не донатил. И я чувствую, что у меня слегка горло начинает. Все-таки я простыл, горло начинает болеть немножко. И это меня не радует вообще. Вообще не радует. И вообще это не айс. Вообще не айс, я бы сказал. Я 10 минут тебе один и тот же вопрос присылаю, Башлам. Какое место мы занимали в аланском обществе? А, вот теперь дошло. Не знаю, куда ты 10 минут отправлял эти вопросы, но я его не видел. Какое место? Это, конечно, вопрос очень интересный. В основном говорится военное сословие. Военное дело, говорят, было за нами. Некоторые пытаются и утверждают, что якобы возглавляли тоже мы. Но я очень сильно сомневаюсь в этом. Вот. Некоторые говорят, из наших тейпов были при строительстве вот, архитектуры Аланского царства. Очень сложно сказать. Но в основе своей считается, что занимали военное положение в Аланском царстве, как воины. Но оно и на генетическом уровне передается к нам. Я думаю, что это вполне вероятно. Какой-нибудь исторички про Кавказ, старый, новый, неважно. Вопрос, конечно, очень интересный. Старый, новый, неважно. Какой-нибудь фильм исторический. Даже не знаю вообще про Кавказ исторический фильм. Я не видел. Честно, не видел. Перевод, что Ширвани не донатил. Странно, что Ширвани не донатил сегодня. Переводчик, когда приеду, отдам. Мы есть Аланы. Какое место мы когда должны были занимать? Ты сегодня не приехал за чебрецом. Симаз Ваша. Я сегодня хотел приехать, но так получилось, что с водителем, который я ехал, попали в ДТП небольшое. И, к сожалению, я не попал туда сегодня. Ну, на всю волю Всевышнего, наверное, в следующем году получится. А так, Симаз, я бы приехал, ты знаешь, с радостью. Ну, от того, что я не приехал сейчас, это не обозначает, что я не приеду в скором времени. Скоро весна, скоро время рыбалки. Я обязательно должен. Рамзан Ауховский, где там брат рассказывал, что там есть где-то место, где можно порыбачить. Я приеду к братьям посидеть, порыбачить, пообщаться, поговорить об истории. Вот, постараюсь, по крайней мере. Алана — это Федерация народа, доминация чеченца, Таип Садо или... Но Freedom Джо все-таки немножко не доминация, это неправильно будет. Это чушь. Садой или приставка Салой или Барышу Садой или Барыш и Эли Боштол Дваш Мачо Духдиес Квандиза Манору. Да не важно, кто это писал, какой бы это ни писал историк. Эли, не Эли. Это, конечно же, что за разговоры? Аланское царство, это было, как вы сами говорите, это была конфедерация. Кто там был, какого нет, никакого документа нет, ничего записанного нет, что там были, возможно. Такие вещи, конечно, нас и губят. Чуть-чуть еще побуду с вами. И, наверное, закончу сегодня. Провел и так 2 эфира у меня. Конечно, гипотезы, ни больше, ни меньше. К сожалению, последнее не все, что было, все, что можно было. Я использовал, потратил. Да. Нужно, как говорится, делать, но... Поэтому осталось немножко, чуть-чуть побудем с вами.
И что нельзя? Исключать ничего нельзя. Но и говорить об этом на всю, как говорится, башлам. Слушай, у меня вопрос. Слушаю твой вопрос. Нет, другие, конечно, есть. Я читал, вот, там, грузины говорят, что там что царем Аланского царства был грузин. Осетины, само собой, говорят, что он был ихний. Не знаю, что сейчас говорят карачаевцы. Возможно, и они то же самое заявят. Ну, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, конечно же. Вполне возможно. Вполне возможно. Башлам. Асан Бакаев приводил источник, что чеченцы были предводители чеченцы. Что чеченцы были предводители чеченцы, не понял вопроса. Говорил это историк ЧГУ. Да, историк ЧГУ, я еще раз говорю. Причем тут Чабан? Вопрос не в Чабане. Историк историку рознь, как говорится. Ну, зачем говорить садуай эли? Садуай тайп, если бы сказали, я бы мог понять. Мне такой же вопрос задавал и рассказывал это из тайпа салуай. Вот. Асан может говорить, у меня нету более достоверной информации, поэтому я не спешу с этим вопросом. Брат, идет слух, что когда Гитлер приехал, Гитлер не приезжал, это уже можете оставить. Это полная фигня. Гитлер никогда не приезжал в Чечню. Ни Гитлер, ни Чингисхан, ни Наполеон, ни Александр Македонский, ни один из этих предводителей не был в Чечне. Единственный, кто был и покорял Чечню, это Тамерлан. Других нет. Понимаете? Поэтому в это, конечно же, верить. Еще раз, я не противник Freedom Joe. Я не противник, что кто-то был Эли, кто-то не был Эли. Но я считаю, что это неверно истолкование. Это вот мое личное мнение. На чем оно основано? На том, что, во-первых, доказательства даже, что они были в Аланском царстве, нет. Единственное ДНК доказательства, которые сделали в ранее аланских захоронениях, найденные тейпы, это не Садой. И вообще к садоевцам не имеет никакого отношения. Это доказал ДНК проект Пахрудина Арсанукаева. Он сказал, кто является потомками Алан, реальных Алан. А Садой там даже не упоминается. Поэтому я думаю, что тут немножко рухнула теория соседей о Сарматах. Башлам, ты видел на карте колонны Александра Македонского в Грозном? Нет, Ваша, не видел. Если есть карта, скинь мне, я посмотрю. Не видел, Ваша. Валейкум салам, Осман. Дела Ваша магу шкурдеула хадол матаппел вейна. Каркапякена, я кел нускал дали на мясо, Ваша. Башлам, смотрел недавно фильм на ютубе «Орел Сулеймана», бронзовый, его возраст 600 лет, и он принадлежал тейпу Мамилова. Самое интересное, он весь расписан с священными аятами. Да, я видел, кому он принадлежит, Мамиловым или нет, не знаю, но что там якобы найден орел Сулеймана, об этом говорилось. Как он попал туда, каким образом
За что он был дан, я не знаю, честно сказать. А про этого орла я видел еще, кажется, до того, как сейчас начали уже возводить в ранг и сие на небесе самых крутых и самых-самых. В то время об этом говорило, что он найден на территории Ингушетии, кажется, в Джайраховском районе. Может, я ошибаюсь, конечно. Найден, но при каких, вот каким образом он туда попал и как это вообще возможно. Некоторые говорили, что в знак чего-то подарили, некоторые там за воинственность, ну по-разному, разные версии. Я Аллаху алям, я не знаю. Но про орла Сулеймана я слышал, и что он распитан аятами, я тоже видел. Да, самурай, это я как раз таки и говорил. Цигай, дарю бой на мечах. Шоно не Алана, Шоно Нохчи. Но то, что их приписывает, или гаплогруппу Q приписывает, там кроме Шоно еще по Q очень много кого. Поэтому Шоно Аланш, Бу Аларха, это не настолько... Ну, Нохчи никогда и не старались быть какими или Аланами, или кем угодно. Я не знаю, мусульманин 06. Яндиева, Мамилова, я не знаю вообще. Я вмешиваться не буду. Знаю, что там нашли, но кто, что, я не знаю. Нохчи – название народа, а Аланское царство – это название государства, если я не ошибаюсь. Эли – это князья, аристократия. О, я почему-то не сомневался. Брат Осман задонатил. Брат Осман, ты сегодня третий человек, который задонатил. Всего 3 человека, и ты третий, братуха. Ой, Эли хочу, ой, Эли ду. Но Эли, которые говорят о Эли ду, это не Эли. Эли знают свое происхождение. Каждый чеченский тайп Эли был. Весь народ нохчи Эли был. Ой, оман юкаха, ой, омах, лайхилла баца. Хабалин аляц, тахайтин туда-сюда, зест пырт, я могу понять.
Так. Если более нету вопросов, господа мои хорошие, наверное, я вам дам отдохнуть. Мы с вами увидимся в пятницу. Через 2 дня, хули. Поэтому Массан Дерез Хил, Кавешин Донатет, Инчанин Даса, Юэль, Будеснак, Изершка Сауда Хил. Желаю спокойной ночи всем. Желаю удачи. Если кого-то ненароком обидел, прошу прощения. Не забывайте подписаться на канал, пригласить новых подписчиков, лайкать, оставлять 1-2 комментария. Я благодарен. С вами был на канале Башлам 3 девятки. Ваш брат, друг Башлам. Я на связи. Макар, ваша просто смысл яц, что каждый день копеек штаешь вот так и я этим дана пойдем сахули, цундер саму хата ждешь сахальче отключаться дос. Я не сплю. У кого если есть вопросы, что-то новое, бомбовое, историческая карта, присылайте в директ, поговорим, обсудим. Если интересно, опубликуем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.